Осетино-ингушская война — это просто война, которая дает возможность, для которой есть возможность развязать конфликт между двумя народами. Этот конфликт был заложен очень давно, заложен тоже из центра. Каким образом из центра заложен этот конфликт? Товарищ Сталин был большой мастер закладывать межнациональные конфликты. Достаточно вспомнить, как делилась в национальном плане Средняя Азия. Такая чересполосица, что без войны... Между Осетией и Ингушетией что там делилось? А пригородный район? Вы что, в первый раз, что ли, об этом слышите? Не в первый раз. Вы что, не знаете, что в 1992 году осетины при поддержке российского ОМОНа перешли в наступление на мирных ингушей, и по трупам женщин и детей изгнали огромное количество ингушей? Так сначала ингуши пришли к Владикавказу, разве нет? Минуточку. Ингуши там всегда жили. Во-первых, их выселял Сталин. Во-вторых, в начале войны осетино-ингушской ингушская армия подошла к Владикавказу. Какая ингушская армия? Ингушские солдаты вооруженные, нет? Ингушские солдаты, о чем вы говорите? Вы что, шутите? А кто воевал? Какие? Кто с ингушской стороны воевал? Там никто не воевал, там были женщины, дети и мужчины, защищавшие семьи с двустволками в руках. А со стороны осетин кто был? Естественно, бронетранспортеры с тяжелыми пулеметами, ДШК. А откуда у осетин бронетранспортеры с тяжелыми пулеметами? А им Красная бывшая армия дала. А ингушам не дала? А ингушам не дала. А почему? А потому что осетины — это, так сказать, выбор Москвы.